Дальше приводит автор доказательства. Теперь из какой суры? Из суры Аль-А'раф. Приводит доказательства из Корана, в котором упоминает творение Аллаха Субхану ва Тааля, указывающие на Него и на Его единственность. Всевышний также сказал, говорит он: «Воистину ваш Господь Аллах, инна раббакумуллах». Поистине Господь ваш Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней, а затем вознесся на престол. Он покрывает ночью день, который неотступно следует за ней. День поспешно следует за ночью. Нет разрывов. День последовательно следует поспешно за ночью. Солнце, луна и звезды, все они покорны Его воле. Разве не Ему принадлежит сотворение и повеление? Аля лахул хальку валь амар. Разве не Ему принадлежит сотворение и повеление? Табарак Аллаху Раббуль Алямин. Благословен Аллах, Господь миров. В этом аяте содержится указание на такой атрибут Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, как аль-истива. Аль-истива, то есть вознесение Аллаха Субхану ва Тааля над престолом. Восхождение Аллаха Субхану ва Тааля, восшествие Аллаха Субхану ва Тааля на престол после создания небес и земли в буквальном смысле этого слова, без каких-либо искажений. Восшествие Его на престол, которое соответствует Его величию, которое не подобно восхождению творений, восшествию творений. Об этом, иншаллаху та'аля, подробно будем говорить с вами, когда будем изучать аль-акиду аль-васатию, иншаллаху та'аля. Один из трудов шейха ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Так, истива – это особое возвышение Аллаха Субхану ва Тааля над аршем, над престолом. Аллах Субхану ва Тааля Ему всегда был присущ и будет присущ такой атрибут, как аль-улу. Аль-улу, то есть абсолютная возвышенность. Аллах Субхану ва Тааля над всем. Хорошо? Над всем сотворенным, вне сотворенного мира, в абсолютной возвышенности Субхану ва Тааля. Хорошо? И всегда Аллах Субхану ва Тааля вот так вот был абсолютно возвышен над всем. Аллах Субхану ва Тааля создал небеса и землю за 6 дней. И потом совершил, Субхану ва Тааля, особое еще возвышение над престолом. Аллах всегда был, как мы говорили с вами, всегда возвышен над всем. И над престолом, и над всем. Но это особое восшествие, особое восхождение Аллаха Субхану ва Тааля над престолом. Это истива. Ахлю сунна валь джамаа верят в этот атрибут в буквальном его смысле, без вот этих 4 вещей, о которых мы с вами говорили. Признаем этот атрибут, его в буквальном смысле, без 4 вещей, о которых мы с вами говорили, избегая 4 вещей. Какие 4 вещи, которые мы избегаем? Не искажаем, не уподобляем. Не искажаем. И не отрицаем. Да. Мы не отрицаем, то есть не делаем что? Та'тиль. Мы не искажаем, то есть не делаем тахриф. Мы не уподобляем атрибутам творений, в данном случае восхождению творений. Это мы не делаем что? Тамсиль. И мы не говорим, что не задаемся вопросом как. То есть не пытаемся представить себе образ или описать образ этого. То есть без чего? Без такифа. Да? Или биля кейф. Без вопроса кейф. Как? Хорошо? Мы верим в истива, восхождение Аллаха Субхану ва Тааля над престолом, сообразно Его величию. Однако, при этом мы исключаем, внимательно, различные неправильные представления, различные ложные представления об этом. Например, такие представления о том, что престол, аль-арш, или аль-курси, то есть подножие престола, аль-курси, или небеса, что они как-то ограничивают Аллаха Субхану ва Тааля. Или что они как-то окружают Аллаха Субхану ва Тааля. Или что Аллах Субхану ва Тааля нуждается в них, нуждается в престоле, или в подножии, или в небесах. Все это мы отрицаем. То есть без вот этих вот неправильных, ложных представлений. Аллах Субхану ва Тааля самодостаточный. Аллах Субхану ва Тааля не нуждается ни в чем. Абсолютно ни в чем. Ни в небесах, ни в курсе, ни в арше, ни в чем другом. Понятно? Это в общем вера. Мы сказали во что? В такой атрибут, как аль-истива. Аль-истива.